Анжела, что делаем? Кукурузные лепешки. Угу. Надеюсь, что очень понравилось в этот раз. А что добавляешь сюда, Анжела? Я еще добавила кукурузную муку, творог, лук перышком и кефир, ну, соль, соду. И кукурузная мука, да? Да. Вот, и невкусно получается. И Пахнет, слышишь, как мука? у меня еще урожа, я не могу это... Эти ароматы вообще очень сложно бывает слушать. Друзья, кукурузная мука. И, кстати, если кому нужна, я ее отправляю тоже. Она очень полезная. Это тут все домашнее производство. Дома делают эту домашнюю муку. Она очень качественная, хорошая. Вот мука, зеленый лук, да, Анжела? Да. Творог. Творог домашний. Ну, можно любой. Сода. Соль. Чайная Соль ложка соды, и чайная. кефир. Очень вкусно. Как будет жариться, покажем вам. Вообще очень полезные. Чат. Получили товар, смотрите. Очень красивые постели пришли с 2 одеялами. И с одним одеялом. На все буду делать обзоры. По каждой расцветке мы сюда занесли, чтобы показать. Вот этих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По-моему, 10 или 11 расцветок. Этих тоже все принесли по расцветке, девочки. Далее, смотрите сюда. Поварята опять привезли. Поварята полотенца разные. Далее бабочка полотенца. Очень красивое, девчат. Очень хорошее качество. 50/100. Это лицо. Это хлопок бамбук. Вот. Далее, девчат. Вот эти вот полотенца разные, их очень много, красивые. Они пришли на баня, лицо и руки. У них есть и баня, и лицо, и руки. Они очень хорошие полотенца. Обязательно сделаем обзор. Далее вот такие с крючками полотенца. Разные цветочки. И бабочки есть тут. В общем, много-много разнообразия получили. На все, конечно, сделаем обзор. Пока только распаковываем товар. Вот таких вот мешках мы получаем. Я даже не знаю сейчас, что в этом мешке, но, по-моему, это баня. Сейчас Висхан с улицы заносит, а мы с Анжелой по одной упаковке достаем каждой, чтобы на обзор. Девчат, барашки, смотрите, пришли разных цветов. Абсолютно разных цветов. Вот, это евро. Есть у нас и полуторки, но по полуторкам уточняйте. Смотрите, вот у нас, например, здесь цвета новые. Какие у нас новые цвета? Желтый у нас совершенно новый цвет. И вот такой вот цвет. У нас его никогда ранее не было. Синие, зеленые были. Грязно-синий у нас был. Зеленые тоже, видите, цвета немножко разные. Темно-коричневый, светло-коричневый. Это темно-серый, это светло-серый, наверное, скажем на него. Да? При заказе говорите, якийсь светло-серый. Желтая барашка, синяя, розовая, беж. Это у нас все было. В общем, сейчас делаем распаковку, наводим порядки везде. И еще я хотела вам сказать, вот эти полотенца получили. У них есть и баня, и лицо, и руки. Девочки, если бы вы знали, какое хорошее качество. Просто вы себе не представляете, какое хорошее качество у этих полотенец. Они мягенькие, они очень хорошие. Прям очень. У них есть и баня, и лицо, и руки. У нас, как и было, девчат, на праздники скидка, но сейчас я объявляю снова скидки. Праздники закончились, но у нас снова акция начинается. Смотрите, на все полотенца, девчат, нет таких цен. Вот нету таких цен. 150 рука у нас идет, 250 лицо. Руки у нас, кстати, размер, вот, вы видите, да? И лицо, размер 50/100. Часто бывает на 80, 95, нет. На 100 вот такие цвета нежные. Полотенчики очень хорошие. Где они? Ну, просто мы все сюда складываем. Баня. Баня, видите? Тоже вот баня.
разные такие баня пришли. Такие баня и лицо. Вот они, баня и лицо. Очень красивый полотенец. Очень много получили и постельного, и в коробках постели. Девчат, смотрите, тут что творится. Весь товар все складываем, поправляем, наводим порядки. Новый товар заносим. Это я готовлю сейчас к обзору, девчат. Эти полотенца все я готовлю к обзору. Сюда складываю то, что мне нужно будет. О, всем привет. Ты пришла, да? Софишка на дополнительном была, пришла. Анжела готовит ужин, у нас скоро открытие уразы. Так, куртку на место все. Какое открытие уразы? Мы же целый день уразу держим, не кушаем. Вот. Чего вы там, не поучили уроки? Что еще делали? Ты там учителя преподаешь, я смотрю, да? Объясняла им, да, на доске домашней. Ты скоро будешь учителем. Помнишь, что я сказала? 1 + 1 = 11. Угу. Я сказала. И потом они сказали 10 + 9. Они сказали, они сказали 4, а я знала, что будет 20. А, да? Тебя-то не обмануть, все правильно. Ну что, эти полотенчики очень хорошие. Очень-очень-очень красивые такие. И поварята на крючках. Какие они хорошие, девчат. А где крючки? Вот, где крючки? Такие они, махра, хорошее качество. Вообще на кухне вещь необходимая. Мам, куда машина? Ляд, принеси мне этот, наверное, нож маленький. Нормально. Да, я не знаю. Кухня же, где у нас ножи, Софиша? Как-то странно. Хотя нет, все равно, мне все время жалко вскрывать эти пакеты. Но я понимаю, что все равно они уже ни к чему не годные будут. Искал, может, аккуратно, хоть второй пакет удастся сохранить? Ай. Ай, белых. А? Аккуратно постарайся второй пакет сохранить. Приехала. Товар получили тут еще. А мне что-то есть там? А? Или опять полотенце? А? Мне же 21 марта день рождения, ты мне что подаришь? Я? Да. Цветы. Молодец. Куда пою? Так что-то мне есть? Ляг, полотенце, товар получили. Или полотенце все? София. Тебе подарок? У нас и так много полотенец. Фух, ну сейчас все здесь поскладывать и чисто попылесосить. Посылки собирали с утра. Сейчас такие вот полотенца тоже очень красивые. Смотрите, какой рисунок красивый, правда? Вот. У них же есть и лицо. Это уже другой рисунок. Здесь цветочек. Здесь вот. Сейчас все тут генерально попылесосить, везде все убрать. Товар все по местам разложим. Остальное все склад. Какие хорошие барашки. Вообще. Друзья, смотрите, Анжелика нам жарит на открытие уразы. Вот, пожалуйста. Сискал, да, Анжела, называется? Сискал. А супец уже сварила нам? А ну-ка. Супец с курочкой. Ням-ням, вкусный. А это со сметаной будет готовиться. То берем, а то сметана и творог. Перемешать и вместе с ними кушать. Это такое блюдо. А еще, девчат, я вам не показала, но обязательно покажу.
сзади. Я купила себе еще стеклянные тарелки. Джо, пожалуйста, помой тарелки, в стеклянные супчика налей. На открытие урази мне. И салат. Где большая тарелка такая? Салат в ней надо сделать. Мы там на квартире, когда были, у меня делали салат очень классный. Знаете, под первый такой супчик. Вот с укропчиком, да, красиво будет. Таких тарелок взяла себе. Я еще буду набирать из этой серии себе всего. 10 тарелок таких. Посуда никогда лишней не бывает. 10 вот таких салатницы большие. Такой салат в них красивый получается. Машалла. Да, обещаю, какой салатниц. 100 там, я рейса. Я ухожу, что салат. Ой, друзья. Сейчас Анжела нам яйца помоет, поставить еще варить. Да, Анжелик? Девчата, вот она будет делать салатик сейчас. Такой салатница, такой вкусный салат получается. Машалла. И доски. Смек. Просто супер класс. Это самые лучшие доски, которые вообще могут быть. Девчат, кстати, я вам хотела, знаете, что сказать? У нас тут намечается смена дизайна будет. У нас здесь будет серая скатерть, серые тюли, серые по краям вот эти, как называются они, шторы. Серая тюли, серые шторы. Под венецианку будут они сделаны. Серые стулья и серый палас. Все здесь будет, знаете, в таких других тонах. Это мы тоже будем использовать. Просто, знаете, мне очень нравится, как бы, все здесь нормально. Но то, что мне не нравится, это то, что когда с утра сильно солнце светит. Прям, невозможно. А часто я здесь именно на кухне работаю. Сяду со своими заказами, пока все еще спят. А я тут могу сесть и заварить себе чашечку кофе и писать работу. Солнце ослепляет, невозможно. Поэтому мы будем пользоваться, знаете, менять, как сменка будет. То эти повисят, потом другие повешаем. Но вот сейчас, знаете, мне понравились с венецианкой, очень красивая. По краям венецианка серая, а по краям серая тюль. Это будет что-то, я вам обещаю. Вам это очень понравится, я уверена в этом. لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم Все, попылесосила. Все, везде порядочек. Это Софишка уже бумажку кинула, наверное, что-то кушала. Друзья, во дворе у нас и вас ждут большие перемены, иншаллах. Иншаллах. У нас будут большие перемены. Так, эту посуду я положила, мне нужно сейчас упаковать женщине после того, как открою морозу. Поэтому я ее далеко не убирала, девчат. Девчат, у нас будут большие изменения, иншаллах, в этом году во дворе. Вы просто себе не представляете. Мы начнем эту работу. Мы, конечно же, за год не справимся. Это однозначно. Но все будет очень-очень классно, я вам обещаю. Все будет просто супер класс. Много работы. Я вот только думаю, нам нужно будет, чтобы заезжал трактор во двор. Кун. Да, вот этот. Но он через эту арку вряд ли проедет. Это нужно будет, наверное, через соседский двор, чтобы трактор заехал. Потому что у нас там под навесом, у нас большие работы тоже будут. Во дворе вот это все нужно, весь этот цемент, все это равнять полностью двор. И сзади там, с навеса крышу убирать, там кое-какие сараи все убирать.
Этот туалет оттуда убирать, все это, поверхность будет все уничтожаться, завозиться новая земля, хорошая земля, будут садиться другие деревья, саженцы, цветов очень много. И все-таки с-под навеса, девчат, все-таки мы обсудили, решили, будет у нас строиться там вот двухэтажный дом. Почему? Потому что этот дом мы оставим Висхану. Висхан женится, этот дом будет ему, в котором мы сейчас находимся. Но это еще не так скоро произойдет. Ну, пока мы будем строиться, пока мы будем это все делать, будет видно тогда. Вот. Я просто хочу там на втором этаже сделать 3 капитальные спальни. В новом доме. Будем строить новый дом. Там будут 3 спальни. Будут, ну, моя спальня, Софишкина спальня и Анжелина. Даже девочки, когда выйдут замуж, чтобы они приехали, чтобы у невестки здесь была своя территория, да, чтобы мои девочки никому не мешали, и им никто не мешал, потому что они будут приходить со своими детьми и так далее. Я, девчат, строю планы на будущее, смотрю вдали. Если мы живы и здоровы останемся, я строю планы, ну, как бы я не одним днем живу. Если Аллах позволит нам, если мы будем живы и здоровы, это есть в планах. Мы начнем, лед тронется. Ну, сколько на это время уйдет, будем посмотреть. Вот на этот дом, грубо говоря, около 3 лет у нас ушло. Да, ну просто у нас почему тут еще ушло так много? У нас именно когда клали стены, да, у нас приезжие были рабочие, они, конечно, хорошо работали, но они приезжали, знаете, приедут, пару часов поработают, дождь начнется, они уезжают. То у них кто-то умер, то кто-то женился. В общем, это время затянулось. А так бы и за 2 года спокойно мы справились. Просто вот складкой, да, дома вот, много ушло времени. Вот. А там я прям хочу хорошую лестницу на 2-й этаж. Там на 2-м этаже, там в заднем дворе у нас планируется этот старый сарай, мы убираем, все везде. У нас там планируется баня. Только баню я хочу купить готовую, девчат. Хотя супруг говорит, ой, купим все, что надо, я сам сделаю. Не, на это времени нет. Я говорю, лучше работай. Готовую сейчас можно заказать, там за 200 с чем-то, за 300 с чем-то. Уже готовые бани привозят. Готовые сделанные бани, вы, наверное, многие видели. Там внутри все. Комната отдыха, и где париться, и париловка, и душевая, все там. Вот, и на заднем дворе у меня... Холодное море. Да. И там у нас будет обязательно баня на заднем дворе. Очень много цветов разных хочется посадить. Хороший орех посадим в самом конце огорода. Ну, завезем много хорошей земли. Работы очень много, планы грандиозные. Было бы здоровье у всех. Вот. Да, Софиш? Сискал. Кукурузные лепешки. Или пирожки кукурузные. Уже яйца надо, наверное, ставить варить, да, уже? Так, в общем, у нас будет суп на первое с лапшой. Лапша у нас домашняя, девчата. Лапша у нас своя домашняя. Вот. Сиска у нас будет, яйца вареные, свежий салат. А еще у нас будут с авокадо бутерброды. Анжела сделает с красной рыбы, авокадо и на сливочное масло. В общем, проголодались все уже. Сейчас сколько время, кстати? 5:30. Ну, осталось где-то минут 40. Минут 40 осталось. Махнешь, гобл, да, Софиш? Я ты что? Че, в стеклянной тарелке, да? А свинок где хотят, это? Курица, лапша домашняя. Чего мерзучий суп? Ой, Анжелик, да шо, хела? Хакюк швизендейло, худейло. Вот и сметанка. Софиш, давай, давай ложечкой будешь брать, маленькой. Положи ее в пиалочку тобером. Не нужно туда лезть с этим. Аккуратненько, в пиалочке, всем, розовые, маленькие. И будет очень хорошо. Вот это. Да, положи ложкой сметану. Ой, друзья, как все вкусно. Когда целый день не пьешь, не кушаешь, эта еда просто
Ну, начну я с супчика горячего. Сейчас немного супчика и помолюсь, и потом уже плотно сяду покушать. Супчик в стеклянной тарелочке. А мне? Пусть тоже жить. Садись. Как вкусно все. Всем приятного аппетита. Кто держал урозу, Марк дал обл землю. Куда я? Нет, не так начинай. Скажи, кто ответит, поднимите руку, скажи. Запиши пример, потом скажи. Кто ответит, поднимите руку. Мисс Албина. Хорошо. Пять. Тебе 5. Да. Сегодня урок математики. 2 плюс 3. Сколько? Это будет 6. 5. Не 5, а 6. Я же тебе говорю оценку. Сколько? 12. 30. Я утверждаю, что тут 20, правильно. 2. Будем решать примеры. Двести. 200. Правильно. Так, 5. Тебе 5. Чего грустно? Хочешь 2 поставим, веселей будет. Так, 3. Сколько? Мальчик хочет открыть. Так, ты сколько? 4. 2. 2. Тебе 2. Молодец, может еще единицу поставим? С минусом. Да. Хорошая оценка для тебя, да? Единица. Так. Сабина, ответь. Сабина! 2 поставлю. Так, напиши, иди. Сейчас я быстро решу. Сейчас 2 поставлю. Подожди, она решает. Подожди, я умом думаю. Коромыслие. Не знаю. 2. Хорошо. Ты, чтобы без шуток, то 2. 6. А? 2, 6. Правильно. 5. Лезвие неправильно, единица. Так. Ла илаха илlallah, ла илаха
малыши, Он всегда вас защитит. Вы не бойтесь, малыши, Он всегда вас защитит. Лишь Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Все нужно дал Аллах, ты лишь благодари, ты лишь благодари. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Включила себе музыку и поет. Аллах, благодари, что нас затворил. Аллах, благодари, что нас затворил. Нас Аллах любит, там говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Говорит, нас Друзья, все. Мы покушали. Анжелика всех нас накормила, навела порядки. С Софишкой мы пока играли в школу, она была учительница, да? Только ты нормально не игрался, на в телефоне смотрела. Я же работала Общалась. немножко, да? Алло, Инна, сколько комплектов? 3 или 20? Все, чуть. Девчонки, ну, я вам не знаю, показывала или нет, что у меня новая посуда, но это еще далеко не все. А, да, я кое-что показала. Я показала, когда она еще не мытая была, да, и салатницу, и все, я вспомнила. Значит, мы сейчас просто хотим с Анжеликой выпить чайку. Уже ничего лишнего не будет. Вот. Тарелочки, друзья. Бабушка у нас сегодня сделала это самое чайпилк, это пышки с творогом, и пиццу. И она пришла к нам с гостинцем. И мы тут вместе открыли уразу, все вместе. И мы, вот Анжела супчик налила, она говорит, какие красивые эти самые тарелочки. Ей очень понравились. Да, действительно, так красиво супчик смотрелся. Вот. И этот самый, вот второе. Я много куплю еще из этой серии. Мне нравится стеклянная посуда. Но, как я вам и говорила, здесь у меня будет другой стиль. Будут серые тюли, серые под венецианку шторы будут по краям. Будем мы так периодически менять. Раз эти повесим, потом другие. Анжела вот купила корм для кошечки. Менюка. Для менюшки. А это не больно горячий на кошку, если именно кошку? Не знаю. Кормит своего котика. Так, палас сюда. В эту комнату палас. Кстати, сейчас нужно измерить точное расстояние. Хоть у нас вот теплый пол, все равно мне хочется палас. Если малейшая чуть пыль садится, она к ногам пристает, я очень сильно нервничаю, я не могу. А на лето будем убирать, а вот зимой, зимнее время, чтобы палас был на всю комнату. Вот так вот, вот это. Я знаю, многие, у меня еще в старом доме многие девочки писали, не представляю, как на кухне может быть палас. Это на любителя. Тут, знаете, тут нельзя навязывать свое мнение кому-то. Каждый, как ему удобно. Мне нравится так. Я хочу, чтобы он был. Вот. Скатерть будет под цвет этих стульев. И тюли будут под цвет. И палас будет под цвет. И потом серая будет скатерть. Прозрачная вот такая клееночка сверху. Да, силиконовая, я же говорю. И вся стеклянная посуда. Ну, по мере возможности я докуплю все из стекла, да? И мне кажется, будет очень красиво. Правильно?
Правильно. Сейчас мы с Анжеликой попьем чайку. Просто без ничего. Мы уже наелись. Все, Анжела вымыла все. Везде порядочек, все блестит, сверкает. У меня хозяюшка хорошая. И говорят, у нас в Чечне некрасиво хвалить своих детей. А я считаю, это неправильно. Если человек этого заслуживает, грех его не похвалить. Но у нас хозяюшка хорошая. Везде порядочек, везде все сверкает. Потому что человека всему научили в свое время. Вот и все. Так вот.